Наш поход на мятежные земли был кровавым. Продвижение замедляли бесконечные сражения с ожесточенными племенами. Некогда Рим принес на острова мир, торговлю и процветание. Мир был нарушен восстанием. Теперь мы наконец-то приближаемся к сердцу мятежа, где правят король Освальд и его дочь-воительница. Хорошо. Разведка сообщила о большой, быстро надвигающейся армии варваров. Если мы столкнемся с ними, у нас не будет шансов. И тогда Йорк падет. Во имя богов. Этих тупых варваров больше, чем нас раз в 20. В открытом бою мы понесем тяжелые потери. Не будете атаковать? Их вождь, король Освальд и его дочь Будика, там, среди солдат. Если мы захватим его, вожди племен придут просить мира, чтобы получить его живым. Тогда Освальду придется преклонить колено и поклясться верности Риму. У бриттов тоже есть представление о чести. У них нет чести. Эти твари смеют стоять на пути римской мощи. Они заслужили возмездие. Нашего возмездия или твоего? Господин, Довольно! Мы подавим это восстание, по-моему, и не станем подвергать риску жизни добрых людей. Это понятно, Центурион? понятно, командир. Отлично. Небольшой отряд проникнет в лагерь врага и захватит Освальда и Будику. Я поведу основные силы и отрежу их от подкрепления. А что мне делать, господин? Я ведь обещал тебе кровь. Ты захватишь Освальда и Будику. Прежде чем проведешь своих людей, тебе нужно разобраться с лучниками на акведуке. Так что ты начнешь в одиночку. Понял. Это честь для меня. Вы слышали, что сказала Будика? Мы разведчики, мы ставим ловушки, мы всегда на чеку. Нам сообщают об активности римлян по всей стране. Они потеряли генерала и сделают все, чтобы вернуть его. Если услышим что-нибудь, что угодно, поднимаем его в бою! Маленький римлянин, совсем один. Сдохни, римлянин, сдохни! Время вышло! Римлянин! Сразимся! В этой местности должны быть варвары. О боги, что за судьба? Смерть в ловушке или от удушения? Похоже, это все, что осталось от 4-го легиона.
позвал у нас на охоту за призраками. Тебя отправили в лес, потому что... Одного взяли. Центурион! Сдохни, Виномет! Сдохни! Отомстите за него! Сегодня ты ура! Славной смерти! Что так? Я слышал, что Легион попробует пройти как веду. Размочите ему! Эй, римлянин! Совсем один? А? Где прячется твой легион? Прими свою смерть! Беги, пока можешь! Умри! Сдавайся или умри! Твоя смерть не будет напрасной! Римская...
А их больше, чем я ожидал. Стоит поспешить к акведуку. Сюда! Легионы приближаются. Размести лучников со стороны дороги и приготовься стрелять по моей команде. Да, господин. Здесь должен быть путь наверх. Это все. Вы последние. Там, римлянин! Ты и я! Римляне, внизу! Стреляйте! Быстрее! Убейте его! Потом вернитесь и покончите с легионом! Вас сюда! Убейте его, парни! Сегодня ты умрешь! Сегодня ты умрешь! Наши лучники мертвы! Сдохни, римляне! Сдохни!
Я сотру тебя в порошок. Чисто! Наступаем! Сегодня ты умрешь. Не подходит! Для захватчиков! Прими свою смерть. Беги, пока можешь. Беги, пока можешь. Еще один подъемник. Нужно просто сбросить это. Братья! Он мой. Тебе не следовало сюда приходить. Теперь ты умрешь. Вы нарушили клятвы, данные Рик. Вы убиваете невинных, женщин и детей. А как, по-твоему, была создана твоя империя? Мы не звали вас сюда. Я сделаю все, чтобы защитить свой народ.
Вперед! Насыпи! Господин! Вперед! Легионеры! Дорогу! Правильно! Солдаты! Щиты! Держать! 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 Строй! Держаться! Солдаты! Щиты! Поплотней, парни! Щиты, солдаты! Держать щиты! Стоп! Поднять щиты! Поднять щиты! Готовь щиты! Держать! Держать! Щиты, парни! Бросай! Солдаты! Щиты! Держать! Бросай! Готовь щиты! Силы мы готовы? Готово! Сейчас! Ускорьтесь! Щиты, солдаты! Вперед! Ускорить шаг! Эй! Бросай! Разомкнуться, парни! Щиты, солдаты! Стоять! Я на разведку! Господин, проход справа! Отвлекайтесь! Атака! По команде! Я должен идти быстро. Строй долго не продержится.
мне, солдаты! Вперед! Поймал! Сдохни! Сдохни! Прикончить его!
Несем потери. Сдавайся! Или я прерву твой рот. Быстро! Довольно! С помощью богов мы бьемся во славу Рима. Но что это за слава? Бритты не пойдут на мир, если мы будем так с ними поступать. Должно быть, это претарианцы. Стоять! Друзья Рима, представляю вам Басилия, сына императора. Командир Виталион, поздравляю с благополучным прибытием. Явись вы чуть позже, и могли бы пропустить все веселье. Ха. Надеюсь, ваш путь был не слишком труден. Господин, я бы Хотел хотел... займутся мои претарианцы. Стража, схватите эту бритскую дрянь. Ваше Величество, я возражаю. Если вы не в курсе, мой брат Комод все еще не найден. И я намерен выяснить, что эти дикари сделали с ним. Мы, бриты, жили в мире при старом римском вождя. Но новый вождь, Комод, сын вашего короля, ужасен. Он заслуживает судьбы, которая его настигла. Мне больше нечего сказать. Тогда мне понятно, что бриты не любят так, как мы, римляне. Ваша девочка. Она прекрасна. Парите ее, пока он не заговорит, или она умрет. Без разницы. Нет! Позвольте! Ты смеешь! Как ты смеешь? Я сын императора. И я делаю все, что я пожелаю. Нет, пожалуйста, жальтесь над ней! Я скажу все! Вождя Комода продали рогатому королю из северных земель за стеной. Отпустите мою дочь. Прошу. Видите? Эти люди понимают только один язык. И это язык силы. Вы найдете своего вождя во тьме за стеной. Там, где угрюмые горы возвышаются над бездонными озерами. Там рыщут рогатые люди,
Немногие возвращаются оттуда. Как интересно. Командир Виталион, у меня для вас новое задание. Вы поведете своих людей на север к Угрюмым горам и вернете моего брата. Стража, запереть пленников. Подготовьте людей! Вы слышали командира? Готовьтесь выступать! Центурион, Плотный строй, парни! И не отставать! мы идем на север. Да, господин.